Председатель партии «Единство» Зураб Кокоев поприветствовал гостей и напомнил присутствующим об истории возникновения праздника и ее значении в истории современной России, а также привел параллели с новейшей историей Южной Осетии. Сегодня на защиту родной земли Новороссии, народов, проживающих там, на Донбассе, встали вместе наши военнослужащие, добровольцы. Тысячи осетинских добровольцев сегодня вместе со своими братьями России участвуют в СВО. День 4 ноября олицетворяет исторический выбор осетинского народа, его многолетнюю борьбу за единство с Российской Федерацией и ту решающую роль, которую сыграла Россия. Министр иностранных дел Ахсар Джоев отметил значимость государственного праздника России и для народа Южной Осетии. Российская Федерация – гарант безопасности и главный стратегический партнер Южной Осетии. Единственная наша сила. Эту аксиому мы не должны забывать. И мы сегодня наблюдаем те хорошие тенденции и то отношение руководства России к Южной Осетии, к нашему народу. Для нас нет другого пути, как, опираясь друг на друга, вместе развиваться, укреплять и себя, и наши отношения. Поэтому этот день, он и для нас является праздничным. Подробнее об исторических событиях эпохи смуты рассказал старший преподаватель Юго-Осетинского госуниверситета Геннадий Кокоев, отметив, что никакая сила не способна сломить страну, которая помнит свою историю. Яицкие казаки, духовенство, крестьяне, стрельцы, они все в едином таком строю выступили против агрессоров, которые вели, как бы сейчас сказали, против России, против Руси гибридную войну. Это свидетельствует о очень высоком уровне мотивации, которым руководствовались ополченцы. Участники дискуссии отметили, что День народного единства обретает особое значение и смысл в сегодняшних реалиях. Эльвира Тибилова, Заур Устаев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня.